Сегодня мы с вами будем говорить о богатстве языка в образе святых исторических деятелей России, духовной истоки русской словесности, династии педагогов среди духовенства Коми края. Тема очень интересная и думаю, что вызовет отклик в сердцах многих, кто сегодня слушает нашу трансляцию, не знаю, есть или нет, но сегодня, кто присутствует, я думаю, донесут это для других. Поэтому мне бы хотелось представить коллегу, которая сегодня мне помогает, Ольга Евстихиевна Бондаренко, кандидат исторических наук. Мы с ней руководим этой секцией. И, конечно, нашу гостью, которая прибыла специально из Москвы, поэт, писатель, педагог, автор очень многих методических пособий, книг, Людмила Васильевна Сурова, которую мы очень рады сегодня видеть здесь, и что она присутствует на нашем секционном заседании. И, наверное, тогда уже, чтобы долго не вступать, мы с вами приступаем к первому докладу, который как раз нам изложит Людмила Васильевна. Проблемы о географии, нравственного воспитания в современной школе. Разве это у нас сейчас о географии? Да, география. В программе так обозначено. Что? Я говорю, в программе так обозначено. Вот так. Друзья мои, нельзя ли, чтобы он как-то стоял? Микрофончик. Сейчас сделаем. Давайте я пока подержу. Ну, нет, это не... Ничего. Сейчас принесет. Принесите подставочку, да, пошли за подставочку. Друзья мои, я рада приветствовать вас и благодарю за приглашение на вашу родную землю. Я хотела показать одну свою, несколько книг. Вот здесь есть множество статей, и в частности, та статья, которая тоже очень нам важна, воспитание чувства правды. Вот я думаю, что сейчас очень не хватает людям правды, и одной из педагогических задач – это воспитание чувства правды. Отец Филипп, я прошу прощения, уточнить хочу. А у меня написано, что первая секция у нас – это все-таки именно вот, посмотрите, все-таки она… Вот, быстрее, да. Вот, проблема духовная. Это последующее. Это последующее, да. Все понятно. Вот. Ну, значит, вот этот доклад «Воспитание чувства правды» будет на другой секции. А вот в этой книге «Искусство верить» как раз материал об агеографии. Что такое агеография? Это жизнь святых. Вот за последние десятилетия у нас в литературу и в нашу жизнь вошло новое понимание – житие. Что такое житие? Как житие соприкасается с нашей жизнью, какие жития есть. И вот этот материал требует уточнения, потому что все-таки это невозможно, что поддержать. Вот. Этот материал требует уточнения, потому что житие нельзя рассматривать как хронику. Его нельзя рассматривать как, так сказать, достоверный какой-то материал. И вот самые первые жития, а у нас ведь какая возникает, понимаете, такая тенденция. Мы начинаем жития святых приводить в пример детям, приводить, так сказать, отрокам, юношам, и пытаемся предлагать святых как вот положительный пример. Это немножко неверный подход, потому что здесь необходима грамотность вот такая, что же такое жизнь и что такое житие, как жанр, как оно рождалось. Ну вот у нас в новое время были такие святые, жизнь которых была широко освящена, например, Война Есенинский, да, епископ Лука, Война Есенинских. И в самом начале, еще до канонизации, было составлено его жизнеописание тех людей, которые рядом с ним жили. Но это действительно фигура очень большая, причем это ведь практикующий врач. Его книги о гнойной хирургии, они были известны врачам, и вот такая его подвижническая жизнь, она была очень известна. И вот эти жизнеописания
вдохновляли людей и честным подвигом, и какой-то внутренней крепостью, вот не отходом от правды. Вот эта форма работала в воспитательном отношении. Вот. А если мы заглядываем в древних святых, то мы о них ничего не знаем. И вам честно могу сказать, что первые, так сказать, списки святых, это были именно списки. Это были мартирологи, но вот у меня здесь сидит много священников, я думаю, что вы это знаете, это были просто списки святых, имена. В лучшем случае было написано, так сказать, какой вид смерти он принял. И вот эти мартирологи, они потом послужили для этих житий, которые писались как литературные жанры. Вот какая вещь. И вот я работала, почему я к этой теме пришла? Потому что одна из моих книг, Иоанн Златоуст, «Вселенский учитель». Ну, к сожалению, я не привезла, тираж закончился. Ну, может быть, будет новое с житием Сергия, и там еще я сейчас делаю житие Серафима. Вот, возможно, что это будет переиздание. Так вот, я делала на материалах V века. Златоуст, фактически, он был он умер в пути. Это была мученическая кончина, человек был изможден вот этой длительным путем. 407 год. И вот те, кто его знал, писали воспоминания. Там был епископ Палладий, и еще несколько людей. Вот я пользовалась материалами вот этого V века и древними историями. И моя работа открыла мне, прежде всего, большое количество легенд, которые создались вокруг Златоуста. И вот эти легенды слагались не на его жизни, а как бы из общего представления о святости. И вот вы знаете, самое первое это житие было довольно древнее. В XI веке было издано житие, и там уже было полно легенд. А после этого все с этого жития переписывали. И подлинная жизнь Златоуста с его страданиями, с его подвигом, с его великим даром слова, она ушла на дно. А вот эти предания, давайте зададим себе вопрос, такую ли большую духовную крепость они имеют? Ведь подлинная это жизнь, она подлинная, она вдохновляет, понимаете, она приближает к нам жизнь святого. А предания, ну это, так сказать, вещи, которые, так сказать, большой духовной крепости не имеют. Спасибо большое, спасибо. Вот, и вот в истории церкви возникло то, что называется агеографический жанр. И через какое-то время, так сказать, философы, богословы поняли, что в этом агеографическом жанре таится некоторая небольшая опасность, потому что сердце должно трудиться, душа должна трудиться. А если мы будем утешать себя преданиями, то никакой крепости не будет. Вот смотрите, что происходит в работе с детьми. Например, вы даете, ну, мальчик, предположим, Георгий, да, или Георгий, вы ему начинаете рассказывать житие Георгия Победоносца, а мы про него ничего не знаем по-настоящему, кроме вот этих образов страданий. Но мы этих образов страданий тоже не знаем. Они написаны из того, что церковь понимала, что, так сказать, страдали всегда христиане, они страдали за правду, а пытки и мучения были те, которые соответствовали тому времени. Вот как это было. Вот. Кроме того, есть праведники, жития праведников, которым приписываются множественные положительные действия. Ну и, конечно, чудеса. Чудеса кочуют из жития в житие. И у нас есть совершенно уникальная книга «Русские жития как исторический источник». Написал ее великий русский историк Василий Осипович Ключевский. Книга настолько серьезная, но он проанализировал большое количество житий. Понимаете, он это не из головы написал. И вот что мне кажется очень важно сейчас,
и работникам церкви, и работникам культуры, работникам образования возвращаться к подлинным материалам. Потому что вот Ключевского достать можно. И когда вы начнете читать его, хотя бы одну вот эту книгу, вы возьмете, ну, так сказать, в подлиннике просмотрите, вопрос о географии сразу очень сильно, да, как прояснится. Но здесь у Ключевского там 400 страниц, а у меня-то здесь немного. Вот «Искусство верить», видите, всего 30 страниц. Но я анализировала вот эту проблему, и, конечно, здесь у меня и Ключевский использован, и все, потому что в тупик зашло наше обращение к житиям. Пытается дать тот или иной положительный образ, а на самом деле опоры, крепости в этом нет. И вот возникли потом жития Метафраста, например, тоже все на них ссылаются. Они исключительно по преданию были сделаны. Что мы знаем о Екатерине? Мы знаем только один факт – колесование. А вот как это было, как диалоги, например, мы ничего этого не знаем. Значит, мы не должны на них опираться. Но у нас есть такой жанр, как исторический роман. Ведь есть, да? Есть живой личность, есть исторический роман. Что сказал Александр Невский в какой-то момент вот этому послу? Мы не знаем этого. Но как художественное произведение мы этот диалог можем воспринять, особенно если он ложится на народную душу. Мы должны понимать, что это не факты жизни, а что это вот такое художественное, или можно даже сказать духовно-художественное творчество. Но я бы все-таки к художественному отнесла творчество. Вот. И поэтому здесь совершенно необходима грамотность. Я бы ввела отдельный как бы предмет для работников церкви обращения с житиями. И вот эту книгу «Жития как источник исторический» в обязательном порядке. Может быть, не для полного изучения, но какие-то фрагменты из этой книги мы обязательно должны знать. Как элементы, так называемые тропы, одни и те же образы, одни и те же чудеса из одного жития кочуют в другое, понимаете, просто вот так вот перемещаются. И надо понять, что эта церковь говорит о факте чудодейственности сил Божьих, а не то, что они приписаны данному святому в данное место. Вот здесь надо понять, что мы не то, что пытаемся разрушить, вот, а просто подойти к произведению как к художественному. И в этом смысле не только не пострадает вообще тайна домостроительства Божия, но и наоборот, человек будет понимать, что жизнь творится им. А ведь, честно говоря, чудеса не просто соблазняют, что вот он святой, у него много сил, вот он что мог делать, а я такой маленький, что я ничего не могу. И, в общем, это ведет к духовному дезертирству, что совершенно не нужно. Вот ко мне обратился один батюшка из Таганрога, у него был старчик, а он горит любовью вот, к старчеству. А у него там в Таганроге был отец Павел, такой старец Павел. И он обратился, говорит: Людмила Васильевна, очень прошу вас принять участие в составлении жития. Там у него работал один литератор, очень хороший поэт, я его знаю, Требушный. Он сделал житие, ну, я дала согласие, конечно, потому что... И, собственно, эта статья из этого родилась. Я начала анализировать проблему. Это тоже очень важно, чтобы статья родилась не от каких-то придумок человека, а от реального опыта. Стала анализировать то, что сделал Требушный, и раскрылся огромный пласт народных преданий. А это еще была Малороссия, там еще были особенные такие присказки. Вот. Все сочиняли про этого старца то, что им хочется. Вот это было удивительно и нормально, потому что приписывались чудеса, приписывалась чудодейственная сила. Требушный пытался что-то уменьшить. Люди сразу начали обижаться. Как же так? Вот этот писал, что это так, а это не так. Народные предания склонны вот разворачивать картину как-то по-другому, в сказочном таком виде. Я думаю, что церковь должна возвращаться к трезвению.
И вот житие воина Есенинского, основанное на подлинных материалах, оно не так сладко будет читаться, но большую пользу даст духовную. И вот моя работа о Иоанн Златоуст, Вселенский учитель, вы не представляете, 7 лет я ее делала. Ну, вообще-то это норма, когда пишется долго. Это норма. Вообще-то Лев Толстой 12 раз переписывал Анну Каренину. Это не шутка была. И это норма, потому что уточняется и уточняется. Вот тогда-то и возникнет правда, когда ты все время уточняешь. Вот. И в результате вот открылось это житие Златоуста, но я еще саму книгу снабдила канонами. А вот когда я стала смотреть каноны, то оказывается, что некоторые легенды просочились и в каноны. Да, но они не так, так сказать, акцентируются там, но этот момент есть. А уж акафисты наполнены преданиями. Каноны более строго, более церковный жанр, более, потому что он же в богослужении участвует вечером, да? Вот. И там же мы переводили новые каноны Иоанна Златоуста. Эта книга, ну сейчас вот видите, я вас книжкой соблазняю, а у меня ее нет, ни одного экземпляра. Ну просто она, возможно, и выложена в интернете, я не полностью этим занимаюсь. Так вот, переводили с греческого, делали новые переводы, какие-то каноны уже были напечатаны, какие-то переводили, и я видела, так сказать, вот смотришь, один канон на одно делает акцент, другой на другое. То есть мы все-таки должны понимать, что это жанр, литературно-церковный жанр. И не приводить примеры, частные примеры из жизни святого, вот пример для подражания. Возможно, это те образы церкви, которые вот хранит как подвиги, знаете, песнь о подвиге. Вот как это может быть. А когда мы привязываем это к реальной действительности, то получается очень большие проблемы. Вот. Ну и я должна сказать, как дальше развивалась эта моя агеографический интерес и деятельность. Сейчас у меня на столе лежит книга «Церковный год». Это переиздание книги, которая была в 2000 году издана. Вот. И оказывается, она нуждалась в большом редактировании. Это редактирование я стала осуществлять, на 2 года это затянулось. И материалы, которые там, книга из статей состоит, и материалы какие-то новые начали. В общем, работа большая. И житие Сергия. Вот, понимаете, у нас есть уникальное житие, написанное Епифанием Премудрым. Имеется в виду Сергия Радонежского. Он был очевидец многих вещей. Он близко-близко, он знал тех, кто знал Сергия. То есть он очень близко. Кроме того, Епифаний обладал огромным литературным и духовным даром. И вот это необыкновенное житие, которое он написал, оно столь бесценно, что мы вот имеем в начале своей такой духовной церковной жизни вот такое удивительное житие. А потом приезжает серб, логофет, Пахомий Логофет, и быстренько это житие меняет, добавляет, какие-то вещи делает очень полегче, какие-то говорят. И вот житие Пахомия Логофета, который не только сделал, ну, так сказать, изменил житие Сергия, но и житие Стефана Пермского, вот оно уже обладает такой, знаете, светской привлекательностью. Но церковному человеку не нужна светская привлекательность, нам нужна правда. И поэтому даже вот в этой книге «Церковный год» я сделала сжатый такой вариант, и там вот будет житие Сергия, ну, в ряду других книг статейная, вот, с опорой на первые жития. Поэтому вот, видя перед собой священнослужителей, церковных служителей и людей вообще заинтересованных вот в, так сказать, развитии нашей церковной культуры, тем более конференция о чистоте культуры, это прежде всего духовная чистота, конечно, обращение к подлинным материалам является для нас очень важным.
И вот еще одну работу скажу. Ну, это выйдет книга, и это вы просто прочитаете. А житие самого Епифания Премудрого, конечно, вы можете прочитать и в интернете, и издано оно. А что происходит потом? Потом вот облегчаются какие-то вещи, а какие-то, наоборот, наслаиваются. А следующее житие переписывается с этого. Понимаете, дальше какой-то вот такой ком. Вот отец Филипп, у меня сейчас было интервью, он спрашивал, с чего начать, как вернуться? Вернуться к подлинникам. Вот очень важно. Возрождать в себе чувство правды и вернуться к подлинникам. И через какое-то время вы сами начнете чувствовать, что вот это вставной эпизод, троп, так называемый образ, он не будет мешать, если вы его будете чувствовать. А если вы будете это воспринимать как истину в последней инстанции, это будет духовная ошибка. Вот что является важным. Еще об одном житие не могу не сказать. Оно сейчас у меня на столе лежит. Тоже оно будет в книге. В книге уже сделано. А сейчас хочу развернуто сделать вариант. Вот отвлеклась. Это житие преподобного Серафима. Ну, даже Саровского. Невозможно представить, какое количество легенд и какое количество было ему приписано, а подлинное житие его совершенно невероятное, просто невероятное. Там подвиги такой высокой аскезы, которых даже страшно произносить, настолько они не совпадают с сегодняшними представлениями о жизни. Оно может даже отпугнуть людей, духовно незрелых, понимаете? Вот. Это великая личность, духовно великая личность. И вот тут возникают вопросы, как преподать этот образ, чтобы сердце пошло за ним. Ну вот я в книге попыталась сделать тот вариант. Книга «Церковный год», она еще на столе, еще она даже не в издательстве. Вот. А вот решила все-таки сделать развернутое большое житие, и там вот собрать множество подлинных свидетельств. Вы знаете, даже малое подлинное, оно рождает духовную крепость. Вот что важно. И раньше у нас, ну, я ведь еще выпускница университета, а в университете заповедь. Обязательно обращение к подлинникам, к источникам. Не пересказывать то, что кто-то сказал. Это совершенно неверно. И у нас есть основания вот, обращения к подлинникам. Ну и об еще одном житие, которое в книге тоже будет в сокращенном виде, но удастся ли сделать развернутый вариант, не знаю. Это Кирилл и Мефодий. В частности, меня Кирилл, конечно, больше интересует. Огромное количество лжи уже сформировано вокруг имени великого, не просто святого, а первого филолога славянства, так я могу сказать. Потому что, я не знаю, встречали ли вы или нет, что сейчас уже говорят, что он вообще-то изобрел глаголицу, что там кириллица это взялась откуда-то. То есть такое количество передергиваний, которые требуют разоблачения и, наоборот, возвращения к правде. Но у нас было много филологов и писателей в XIX веке, которые об этом писали. Но это, в смысле об этом, то есть о Кирилле, о его деятельности, было найдено много свидетельств. И вот они как-то забыты, да, и вдруг новые какие-то идеи предлагаются. Народы, пишут на кириллице. То есть она не просто так названа кириллицей, понимаете. И приводятся какие-то смешные доказательства, и даже памятники стоят вообще, глаголицы уже по всей Сербии и Хорватии. Вот. То есть на самом деле ложь агрессивна, и поэтому возвращение к подлинникам и к правде – это обязательное дело для христианина, так мне кажется. Вот. И вот, а тем более в житии Кирилла, он жил очень мало, он такой лермонтовский образ, 43 года, причем смерть в Риме, похоронен он в храме святого Климента. Вот, такая загадочная жизнь, уехала из Византии оттуда. Но это жизнь гения филологического. Человек, который изобрел язык, а действительно можно сказать о том, что он и воспользовался тем, что было. Язык изобретается не просто так вот из головы,
например, в V веке была армянская азбука, вот Месроп Маштоц, армянскую азбуку. Если посмотреть на армянскую, она очень похожа на эти армянские горы. Там вот эти дуги в определенном эллипс такой. И вот здесь разрезана буковка одна, другая в эту сторону, а третья снизу там отрезана. То есть вот это человеческий труд был виден он. Так же, как глаголица, собственно, это тайнопись такая была. Вот. Но деятельность Кирилла, она просто поражает. И его путешествие в Хазарию, и в Херсонес, и обретение мощей. Но вокруг этого такое количество легенд, что тоже вот приходится разгребать их, знаете, вот разгребать. И я уже повторяюсь много раз, но мы непременно должны это делать. Иначе мы сделаем ставку на то, что нам более приятно. И это будет как раз легенда. А основная деятельность Кирилла, это было внутреннее создание языка. Именно, ведь представьте себе, что 1000 лет ничего не добавлялось, ничего не менялось. Он создал нечто, что вот так удивительно совершенно просуществовало и дало письменность многим-многим народам. Но он еще был поэт. Он написал несколько канонов, и главное, вот эту песню, говорящую о Клименсе, Папы Римского, который он обрел в Херсонесе. Я была в Херсонесе, конечно, и там действительно есть вот эта откатная волна такая. Похоже, что мощи именно там вот были найдены. Некоторые вещи совпадают. Вот. Но все это требует от нас такой вот бдительности. И вот заканчивая свое выступление, эту книжечку я привезла. Несколько их есть. И я надеюсь, что вот эта первая статья, но это вообще книжка очень серьезная. Это сегодняшняя жизнь церкви нашей. И вот вопрос о географии, который когда-то мне отец Алексей вот задал по поводу своего старца, да, вот он вырос в эту книжку, я думаю, что будет это полезно для всех. Вы сможете после моего выступления более глубоко этот вопрос здесь посмотреть, 30 страниц немного. Завершить я хочу, понимаете, такой вот, мы не всех святых знаем. Святость – это тайна привязанности к Богу человеку. Это какая-то сила, которая как бы заставляет и дает возможность жить по заповедям Божьим. Может быть, не всю жизнь, может, в какой-то миг. Вот он поднялся на этот подвиг человек, сказал, я тоже христианин, его мусульманин, да, которого разрубили на части. Велик Бог христианский, и я христианин. А до этого он мог быть разбойником. То есть это вот тайна связи с Богом. Поэтому литературные элементы житий можно рассказывать, но не они дают связь с Богом. Вот. Поэтому я искренне вам желаю, у каждого есть один святой, которого любит другой. Любите не за легендой. Вот такое. Любите не за легендой, а вот чувствуя личность. Вот там возникает настоящая связь. И, конечно, когда вы молитесь. Когда вы молитесь святому, тут никакие предания не нужны. Тут возникает личная связь и помощь. Последний чудесный эпизод с Николой. Едут в Калининград. Ведут там семинар. А там все на машинах. Людмила Васильевна, давайте мы вам машину купим. Я говорю, да у меня есть Жигуленок там. Ну, Жигуленок, знаете, у нас тут немцы. Ну, соблазнили. Через год приезжаю с сыном. И так получилось, что все подорожало, все сложно. В общем, все деньги истратили, машинку привезли. Ну, там, 10-летку, конечно. А ехать не на чем. Ни на бензин, ни на еду. Надо доехать до дома. А что делать? Ну, ясно дело, идти в церковь. Там батюшку прошел одному, отец Сергей. Вы перед благочином как-то походатайствуете. Да, семинар понравится, все обязательно сделаем. Вот, он пошел к благочинному. Я захожу в храм, тут Никола меня.
Я прислоняюсь к нему и говорю, как мне нужны твои мешочки. Так прислонилась. А что я думаю, мешочки мне нужны. Выходит отец церкви и говорит, вас приглашают в благочиние. Я так стою, так сказать. Ну, вот. Он говорит, сколько вам нужно? Я говорю, доехать до Москвы мне нужно. Ну, вот там он задал вопрос какой-то, а потом говорит, деньги не возвращайте, пришлите свои книги. Ну, понятно, что до Москвы мы ехали с тропарем Николом. Вот такая. То есть глубинная личная связь, она дополняет житие в вашем личном общении. Спасибо, мои дорогие. Очень радостно было видеть ваши глаза и надеюсь, что эта информация будет для вас полезной. И, так сказать, здесь прочитаете об биографии. Немножко вас удивит это, но это необходимая работа. Необходимо. Может быть, есть вопросы какие-то? Людмила Васильевна уходит сейчас на другое секционное заседание, поэтому, если есть вопросы, сразу задавайте. Ну вот, к сожалению, я не должна в другом месте выступать, и поэтому я не буду с вами присутствовать. Нет вопросов? Ну, друзья мои, у меня есть электронная почта, есть сайт, мне можно написать в любой момент, все открыто. Я буду рада участию в вашей жизни. Сердечно благодарю вас, дорогая Людмила Васильевна. Да. Ну, кто-то проводит? Да, отец Владимир. Так, ну а мы продолжаем с вами работу и предлагаем прослушать следующий доклад. Чеброва Елена Николаевна, доцент кафедры культурологии и педагогической антропологии Стефанского университета Екатерины Сорокина, кандидат искусствоведения. Видео, виртуально-вербальные тексты в пространстве диалог, культур, про перемен славян. У нас некоторые доклады будут идти в видеоформате, поэтому предлагаю вам сейчас посмотреть и послушать. Уважаемые участники конференции «Экология культуры и языка», позвольте поприветствовать вас и предложить вашему вниманию доклад, который уже проходил апробацию в научном сообществе. Антропоцентрическая парадигма в понимании языка дает основание рассматривать язык как воплощение национальной картины мира. Язык как естественный субстрат культуры и ее универсальный код пронизывает все ее стороны, служа инструментом ментального упорядочения мира и средством закрепления этнического мировидения. Язык считается основным, ярчайшим и устойчивым показателем этноса. Каждый народ видит инвариант бытия в своей особой неповторимой проекции, и поэтому именно язык является отражением национального мышления. В то же время сам его и детерминирует, образуя языковую картину мира. Прослеживаются определенные этапы формирования этнического самосознания и ментальности в связи с становлением письменной традиции. Монах Стефан осознавал роль языка, в том числе письменного, для целей метанои и перемены ума обращаемого народа. Об этом косвенно свидетельствует рассуждение о пермской грамоте агеографа, непосредственно общавшегося со Стефаном. Как известно, Стефан изучал тексты Писания на древнегреческом языке. Одной из главных особенностей древнерусского языка, по мнению Юрганова, является его нетерминологичность. Поэтому большинство слов-понятий при переводе требует осмысления неисчислимого количества индивидуальных смыслов. В результате перевод становится возможностью изменения конкретного содержания исходных автохтонных идей культуры. Предполагая просветить языческий народ новым для автохтонного населения религиозным учением, Стефан составил специальную азбуку и перевел ряд книг для отправления богослужений на родном для новообращенных языке, что, безусловно, должно было способствовать изменению таланта особого видения явлений бытия посредством интериоризации нового понятийного аппарата. Сегодня можно лишь строить гипотезы относительно планов Стефана по поводу функционального наполнения нового письменного языка народа Коми. Наиболее смелые предположения
будут касаться максимально полного функционирования коми письменного литературного языка. Так, общий язык Киевской Руси, основанный на языке Киева, города международного уровня, выполнял сложные культурно-политические и образовательные функции, был подвержен международным влияниям, отражал разнообразие жизни высших классов, содержал много иноязычных элементов, а также культурных, общественно-политических, профессиональных и торговых терминов. Подобного рода специальные слова отсутствуют в коми-языке рассматриваемого периода. Литературный язык, классифицируемый Успенским как литературный язык, противостоящий живой речи, в свою очередь обогатил устную разговорную речь новыми словами или новыми значениями, бывшими ранее в употреблении словами, передающими отвлеченные понятия. Вполне вероятно, что Стефаном предполагалось подобного же рода изменение языка пермян, влекущее за собой изменение языковой, а впоследствии и общей ментальной картины мира в целом, как частного, исторически обусловленного способа того универсального явления, которое можно назвать моделированием мира в семиотическом понимании этого слова. Устные христианские тексты народа коми отражают процессы приобщения к христианской культуре. При этом следует оговорить, что житийно-летописный святой Стефан Пермский, обративший в христианскую веру предков современного народа коми, миссия которого отражена в письменных источниках, и Стефан, креститель чуди коми-легенд, это образы, созданные различными традициями древнерусской письменной и устной фольклорно-мифологической, и потому они не тождественны. Устные нарративы о Стефане Пермском распространены гораздо шире географических границ фактической миссионерской деятельности. Средняя Вычегда, Вымь, Верхняя Вычегда, Нижняя Вычегда, Верхняя Печора, бассейн реки Мизень, Прикамье. Визуализацией народного почитания первосвятителя земли Коми стали часовни и церкви с освященными во имя святого Стефана Пермского престолами, иконы, как изображающие святого Стефана, так и созданные им, объекты, связываемые преданием с деятельностью просветителя. Анализ приведенных названий культовых сооружений начала XX века на территории Коми-края позволяет проследить места особого почитания святого Стефана. Они располагаются по рекам Сысоле, Выми, Вычегде и их притокам, где, согласно сохранившимся данным, мог проповедовать Стефан непосредственно, либо проповедь вели его ближайшие ученики. Троицкий Стефано-Ульяновский монастырь отразил особое почитание населения святого Стефана. Основанный по преданию им самим, в ходе истории он несколько раз прекращал свое существование и снова восстанавливал деятельность. Заслуживает особого внимания факт появления в разных районах края многочисленных стефановских часовен и храмов в XIX веке по тем рекам, которые уже обозначены. Часовня в деревне Усть-Щугр является собой единственный пример храма-именования во имя святого Стефана за пределами бассейнов Сысолы, Выми, Вычегды и их притоков. Отдельные аспекты формирования иконографии святого Стефана Великопермского прослеживаются по историческим документам. Некоторые рассматриваются исследователями. Архивные документы и публикации XIX столетия позволяют констатировать наличие образов святого Стефана Пермского XVII века в Благовещенской церкви в Усть-Выми, в церквях в селах Парчик и Ношуль. В кратком описании имущества церкви Стефана Великопермского чудотворца Древяно-Клецки Ношульского прихода из песцовых книг 1645 года известно, что в местном ряду двухъярусного иконостаса находился на правой стороне образ Спасов нерукотворенный, да образ архидиакона Степана, да на той же цке образ святый архиепископ Стефан Великопермский писан на золоте. Первомученик архидиакон Стефан, небесный покровитель Стефана Великопермского,
честь которого он основал мужскую пустынь на реке Вотчинка для проповедников, распространяющих христианскую веру между зырянами, жившими по реке Сысоли. В Троицко-Стефано-Ульяновском монастыре в подгорной деревянной церкви в южном пределе святого благоверного князя Александра Невского на северной алтарной двери находился старинный образ святителя Стефана Пермского. Согласно описи имущества этой церкви, под образом было изображение крещения святителем пермским людей. Изображения на северной алтарной двери традиционно связаны с идеей врат Царствия Небесного, визуально уподобляя иконостас в стене святая святых. Отсюда проистекают различные изобразительные темы: литургического предстояния ангелов, ветхозаветной жертвы, входа в небесную скинию, выбора жизненного пути, древа познания плода премудрости, заповеди, покаяния и прощения на пороге смерти. Боковые врата служат наглядным напоминанием о грехе, о покаянии и прощении человека, восшествии его на небо и обретении им Царствия Небесного. Через сжатые зрительные формулы изображения боковых дверей являют прототипы поведения человека, желающего достичь врат и войти в небесную скинию. Сведений об изображении на северных дверях Стефана Пермского в научной литературе не отмечено. Можно предположить, что изображение крещения пермских людей символизировало раскрытие пред ними врат рая, обретение ими, благодаря Стефану Великопермскому, небесного Иерусалима. В этом же храме, по сведениям описей, в пределе в честь мученицы Иулиани на северной алтарной двери иконостаса находился такого же размера образ святого архидиакона Стефана, под образом изображения святого убиения метанием камнями. Побиение камнями первомученика Стефана – один из традиционных вариантов иконографии северных врат, связанный с темой ветхозаветной жертвы. Исследователи предполагают, что двери были созданы в одно время и одними мастерами, являясь частью единого ансамбля храма. На протяжении столетий с особым почитанием относились местные жители к кресту в селе Вендинга по реке Вашка, поставленным крестителем зырян. До настоящего времени в деревне Эжел Усть-Вымского района показывают камень, на котором плавал Стефан, и рассказывают предание о победителе волхва Пама. Перекодировка понятия святости языческой системы ценностей на одно из ключевых христианских религиозных понятий было возможно только при решительном отречении от старого и абсолютном приятии нового как единственной истины. Жития святого Стефана и его преемников на епископской кафедре, данные фольклора подтверждают, что христианское понятие святости вводилось решительно и принципиально. Требовалось не просто принятие новой веры через крещение, но отречение от старой. Реальная эмпирическая ситуация была, безусловно, сложной и многообразной. Одним из важнейших путей в данном направлении являлось формирование персонифицированных образов святости, актуализация отдельных смыслов. Топоров выделяет как особую черту древнерусской традиции ее гиперсакральность. Всеобщая сакрализация как возвращение к исходному состоянию целостности, нетронутости, чистоты. Святое царство на земле для человека как единая и универсальная цель. Ожидание максимального приближения в пространстве и во времени этого святого состояния. Несмотря на имевшие место политические притязания со стороны Новгорода, Москвы, военные набеги иных народов, территория Коми-края, благодаря приобщению языческого народа Коми-зырян к христианскому миру,
на концептуальной основе единения во Христе была включена в систему центр, провинция, периферия, граница средневековой Руси. Периферийным центром культуры край стал в первую очередь благодаря наличию своей письменности, специально выработанной первосвятителем. Переводная богослужебная литература, ориентированная на лучшие образцы славянских и греческих оригиналов, становилась залогом качественно высокого уровня просвещения неграмотного народа, использовавшего до того, до передачи визуализированной информации систему насечек. Изменение языковой картины мира должно было повлечь изменение картины мира как таковой. Включению в общий контекст развития Руси способствовало в том числе и приобщение к культуре храмостроительства и иконописания, укорененной в крае также святым Стефаном. Его авторству относят первые иконы и деревянные храмы. Заложенное в XIV столетии епископом Стефаном основание позволило позднее интериоризировать и иные формы культуры. Важным моментом формирования картины мира народа стало осмысление роли первосвятителя в собственной исторической судьбе, которое, судя по сохранившимся источникам, началось сразу после его смерти и продолжается до сих пор. Почитание святого Стефана Пермского, сопряженное с культами иных святых, включало пермян в общий контекст развития христианской культуры Руси и позднее России. Особенности развития культа почитания первого епископа Пермского в первоначальный период во многом сопрягались с политикой последователей Стефана. Деятельность святого Стефана Пермского по христианизации народа Коми, согласно терминологии Юрия Михайловича Лотмана, может быть определена в качестве взрыва в культуре и истории. Причем не только принимающей, но и передающей стороны завязавшегося в XIV столетии культурного диалога. Для Руси и России, не реализовавшей ответ в диалоге с Византией, это означало возможность экстраполировать интериоризированные тексты христианской культуры, заявляя себя центром полицентрического семиотического пространства и начало процесса инкорпорирования инородных культур, в результате чего было сформировано полиэтническое государство, осуществляя христианизацию язычников, включая выпавший из исторического процесса народ в общую для всех христиан историю от сотворения мира и наделяя неграмотных людей письменной книжной культурой, тем самым выводя людей леса из маргинального пространства в систему сакральной географии православия, славяне реализовали модель христианизации себя самих в X столетии. Реализация концепции Святой Земли в новом географическом пространстве позволяет Московской Руси заявить себя Святой Русью и начать экстраполировать христианство в среду языческого народонаселения смежных территорий, перестраивая систему центр, провинция, периферия, граница и завязывая многоязычные в семиотическом понимании культурные диалоги, порождая таким образом сложность архитектоники центропериферийных отношений и их содержаний, объединяя при этом провинциальное бытие и сознание целым комплексом родовых черт, не зависящих от местного говора, обычаев или климата. В результате деятельности святителя Стефана не только происходят существенные изменения в характере имеющихся культурных кодов новокрещенного народа, но и начинается процесс формирования новых. Наиболее значимым следствием культурной метаноии пермян стало создание новых языков культуры, ставшие результатом двух неравнозначных процессов. С одной стороны, это расщепление символических форм традиционного сознания, его логическая дифференциация, связанная с полученным в результате освоения новых текстов толчком к развитию понятийного мышления. Об этом свидетельствует изменение в составе языка. Несмотря на трудность реконструкции древнепермского языка, языка прапермян до христианизации, можно утверждать исключительное значение деятельности Стефана, оказавшей влияние на всю жизнь автохтонного населения, в том числе хозяйственную и художественную.
Так, заимствование из русского языка обнаруживается не только в появлении религиозных, философских, богослужебных терминов и понятий, но и в характере обозначения самых разных предметов и явлений, усвоенных из русского быта, что отражает достаточно широкий спектр форм и направлений интериоризации иной культуры. С одной стороны, полученные извне языки и культурные коды в длительном процессе культурной прививки оказываются включенными в собственное ментальное пространство народа Коми и начинают оказывать влияние на последующее развитие этнического сознания. Ярким примером становления одного из таких кодов является визуальный, поскольку развитие иконописания тесно связано как с развитием скульптурных и архитектурных форм, так и с развитием сакрального пространства. Важное изменение в рамках трансформации визуального кода – это приобщение к развернутой системе жанров в иконописи и скульптуре, стиля в архитектуре. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что мое сообщение вызовет какой-то отклик. Буду рада получить от вас вопросы через организаторов конференции и по мере возможности постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание. До свидания. Так, ну что, поблагодарим докладчика. И немножечко, конечно, мы выходим из регламента. И прошу последующих докладчиков как-то укладываться, ну, хотя бы в 10 минут. Потому что все-таки у нас ограниченное время аудитории до 12 часов. И надо нам успеть завершить нашу конференцию. Много вопросов, конечно, к докладу у меня возникло, но я думаю, что это в рабочем порядке. Мы обсудим с Еленой Николаевной. В зале присутствует Аксузьян Денис Владимирович, выпускник исторического факультета Сыктывкарского университета, и он представляет свой доклад «Иван Куратов. Талантливый сын народа Коми». Мы послушаем аудиозапись. Добрый день. Меня зовут Сысоева Людмила Борисовна. Я преподаватель воскресной школы при храме Святаго Благоверного князя Александра Невского. Я предлагаю вам послушать доклад Аксузьяна Дениса Владимировича, выпускника исторического факультета СГУ имени Петерима Сорокина. Доклад называется «Иван Алексеевич Куратов. Талантливый сын народа Коми». Индийским поэтом Рабиндранатом Тагором во время очередного посещения Японии была высказана мысль о том, что долг каждой нации проявить перед миром свою национальную сущность. Нация обязана представить лучшее из того, что у нее есть. Благородная душа и есть богатство нации, а ее достояние в умении отправить всему миру приглашение принять участие в празднике ее духовной культуры. В текущем году Республика Коми может отправить финно-угорским странам приглашение к участию в торжестве по случаю 95-й годовщины с момента первой публикации в 1926 году в сборнике «Коми-писатели» стихов талантливого поэта, переводчика, ученого-лингвиста, обладавшего широким просветительско-философским кругозором Ивана Алексеевича Куратова, основоположника коми-национальной литературы. Соблюдение исторической точности обязывает напомнить, что 5 стихотворений первого коми-поэта «Зон», «Парень», «Гэль-зон», «Парень-бедняк», «Томныв», «Молодая девушка», «Пэрыщ», «Старик», «Понкат», с собакой были напечатаны на родном языке впервые на страницах Вологодских губернских ведомостей в 1865 году. Известно, что Иван Алексеевич Куратов родился 6 по старому стилю и 18 по новому стилю июля 1839 года в селе Кибра, Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. Ныне это село Куратово Сысольского района Республики Коми. Если рассматривать жизнь и творчество Ивана Алексеевича Куратова с 3 точек зрения – национальной, социальной и общечеловеческой, то можно более или менее говорить о 3 главных периодах. Первый – это Яринско-Вологодском, второй – это Усть-Сысольском, и третьим,
туркестанском. Не всеми учеными Республики Коми поддерживается это мнение, но принято считать, что Яринско-Вологодский период в жизни поэта Коми-Земли был подражательным и ученическим. Повод к подобным заключениям давал сам Иван Алексеевич Куратов, когда впоследствии не без иронии писал о себе: А.И. Гугов, это псевдоним Ивана Алексеевича Куратова, начал писать с 13 лет, то есть тогда, когда с трудом еще мог сдавать простейшие уроки на русском языке. Но он писал по-зырянски, причем употреблял стефановскую азбуку, чтобы не подвели подростки, вычитавшие воспеваемую им любовь. В туркестанский период своей жизни и творчества Иван Алексеевич Куратов принимал непосредственное участие в организации первой школы для киргизских детей. Несмотря на строжайший запрет начальства, Иван Алексеевич настойчиво рекомендовал включить преподавание киргизского языка и письма в киргизской школе. Причиной такой целеустремленной деятельности было убеждение Ивана Алексеевича Куратова, в соответствии с которым просветитель из Коми-края писал: «Когда есть народ, то ему нужно образование. Познание же можно передать ему через его же язык. Нам нет дела до будущей участи этого языка. Мы должны им пользоваться теперь, потому что он теперь есть единственный орган распространения знания». Подобный прагматический подход объясняется длительным невключением зырянского языка в практику межнационального и даже внутринационального языкового общения. В то же самое время в стихотворениях «Коми Кыв», «Тед Раммывлын», «Коми речь», «Терпи, родная» в 1874 году и стихотворение «Коми Кыв», «Коми язык» 1857 года Иван Алексеевич Куратов отгоняет от близкого его сердцу языка всякие небылицы и признается ему в любви. Говорят, язык мой дик, ну какой же он язык? Чахнет, не успев развиться. Кто же петь на нем решится? Коми так или русский скажет, глупость лишь свою покажет. Или вот такое стихотворение, отрывок из стихотворения. «Мой язык мне дорог, он красив и звучен. Бог простит мне, если с ним я не разлучен. Я ребенком в люльке слышал говор милый, не забыть мне это до своей могилы». И словно сладостно-прощальное воспоминание звучит во втором стихотворении 8 заключительных строк. «Я любил всем сердцем свой язык чудесный, и на нем я первый пел негромко песни, но другие громче запоют за мною и услышат коми близкое, родное». Иван Алексеевич Куратов был убежден, что родная речь и язык чудесный, подобно рассветному лучу, зажгут день жизни новой. И при встрече зари этого дня его земляки будут свободно вдыхать свежесть небесной росы и любоваться солнцем ясным. В стихотворении «Пемыд. Тьма», написанном в 1865 году, содержание которого сейчас мною рассматривается, Иван Алексеевич Куратов не может отыскать человека, одетого в белый цвет. Цвет белый обозначает чистоту душевных устремлений, просвещенность ума и сердца. Поэтому день жизни новый не просто поможет преодолеть классовый антагонизм, который невольно подразумевается в данном стихотворении. Раздвинуть тьму способно образование и просвещение, при нравственном разложении которых жить во мраке неведения и социальной апатии становится настолько тяжело, что в этой тьме разом можно задохнуться. Подобная тьма угрожает сегодня полной потере предметно значимых ориентиров. Чтобы не усугублять ситуацию в сфере образования и просвещения, накалившуюся до самых крайних пределов, сыны и дочери Республики Коми должны жить дальше, становясь честнее, добрее и справедливей. При этом не нужно предавать забвению труды своих поэтов-просветителей, которые жизни новой высвечивали грани и слепы были, быть может,
но сути нравственных понятий не забывали никогда. Коми-поэт-просветитель Иван Алексеевич Куратов, подобно герою своего стихотворения, слепому старику, познавая возможности коми-народа и раскрывая собственный дар поэтического слова, что-то ладил день-деньской и своими трудами по уходе из жизни этой поспособствовал развитию литературы и музыки, скульптуры и архитектуры. В 1932 году вышел первый сборник стихов Ивана Алексеевича Куратова «Гижа Чукар» сочинение под редакцией писателя Абатурова, директора Коми-научного исследовательского института. А в 100-летний юбилей со дня рождения имя основоположника коми-национальной литературы было увековечено выходом из печати в 1939 году двухтомника произведений поэта, составленного историком, этнографом и литературоведом Сидоровым и подготовленного к печати писателем Конюховым, историком Дорониным и поэтом Вежевым. По мнению исследователя Осипова, образ Ивана Алексеевича Куратова и вообще куратовская тема стала излюбленной в творчестве многих коми-писателей. В этом ряду сегодня можно было бы назвать повесть из Юрова «Кусь-туй-водзен» «Перед дальней дорогой», поэму Альберта Ванеева «Иван Куратов», роман «Дилогию» старейшины коми-литературы Геннадия Федорова «Востым» и «Чужен Мущен Илын» «Вдали от родной земли». Стоит упомянуть повесть «Первые песни» Муравьева Владимира Брониславовича, изданную в Сыктывкаре в коми-книжном издательстве в 1972 году. Основу повести этой составили факты биографии поэта-демократа, которые стали известными после долгих и трудных поисков. Поиски эти велись коми-писателями, поэтами, литературоведами, историками. Розыски значительно увеличили сумму знаний о личности Ивана Алексеевича Куратова по сравнению с тем периодом, когда историком и этнографом Сидоровым летом 1932 года в селе Визинга на чердаке дома были обнаружены тетради со стихами Ивана Алексеевича Куратова, написанными в 1857, 860 и в 1865 году на коми-зырянском языке. Дальнейшее накопление знаний и их переложение на язык музыки привело к тому, что автором поэмы «Иван Куратов» 1973 года издания и оперы «Куратов», сыгранной на сцене музыкального театра оперы и балета города Сыктывкара 2 октября 2009 года, стал Ванеев Альберт Егорович, поэт, литературовед, кандидат филологических наук. Лиризм поэмы в опере был не только сохранен, а даже усилен за счет любовных историй трех главных героев. В оперу из поэмы перешли ария матери при проводах Ивана Куратова на учебу в Яринск и прощальная песня возлюбленной Ивана Сандры. Музыку к опере написал композитор Сергей Носков. После краткого рассказа об опере Куратов нужно сказать несколько слов об одном из этапов достаточно длительного процесса формирования образа Ивана Алексеевича Куратова в музыке. Все дело в том, что куратовская тема еще в конце 60-х годов XX века привлекла Рочева. Это положило начало работе композитора. Вскоре им был написан цикл из 5 вокальных произведений. «Щилан меном щилан», «Песня моя песня», «Шуттам яс», «Несчастные», «Туреп», «Вьюга», «Шон де Садьмас», «Солнце проснется», «Пемыт», «Тьма». И подбор этих стихотворений помог автору музыки продемонстрировать такие стороны творчества поэта, которые еще не становились предметом художественного исследования музыкального искусства. Средствами музыки Рочев показал драматизм народной жизни, горечь и сочувствие поэта народу, мысли его о безмерности страданий и общем для всех конце – смерти, и в то же время неистребимую веру поэта в жизнь, в светлое будущее. Впервые, пожалуй, диалектика души поэта получила такое воплощение и объяснение на том языке, что может многое сказать человеку без слов,
и тем самым усилить эстетическое воздействие куратовской поэзии. Усилить эстетически-нравственное воздействие и вместе с тем утвердить одно из звеньев в коллективной памяти народа, памяти, которая, подобно памяти индивидуальной, ассоциируется с пространствами и объектами. Именно эта задача была решена скульптором Владиславом Никаноровичем Мамченко. Установкой в городе Сыктывкаре в 1977 году памятника первому коми-поэту Ивану Алексеевичу Куратову. В сознании жителей города Сыктывкара личность Ивана Алексеевича Куратова запечатлелась благодаря присвоению средним учебным заведениям, общеобразовательной школе номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов и гуманитарно-педагогическому колледжу, Национальному театру оперы и балета имени решительного борца с культурной отсталостью. Посещение памятных мест города Сыктывкара, хранящих дух времени ушедшей эпохи, улицы и литературно-мемориального музея, бывшего дома купцов Сухановых, заходил в который Иван Алексеевич Куратов весьма часто, может поспособствовать приобретению понимания атмосферы жизни и эмоциональных устремлений талантливого сына народа коми, Ивана Алексеевича Куратова, представителя эпохи, навсегда ставшей для нас другой, но воспоминания которой весьма необходимы для того, чтобы сохранить целостно, постичь национальное культурное строение нашего бытия и суметь разобраться во всех его особенностях. Все. Спасибо, Дионисий. Спасибо, дорогой. Очень интересный доклад. Можно даже поаплодировать. Денис с нами здесь сегодня. Ну, вы знаете, формат докладов объясняется ведь еще ограничениями, поэтому мы часть докладов представляем аудио-видео в формате, в связи с тем, что не все могут присутствовать на конференции. Но у нас есть участник, который здесь в зале. Малыхина Анна Георгиевна. Пожалуйста, дорогая Анна Георгиевна, координатор Дома общины репрессированных священнослужителей Республики Коми, учителя в моем роду. Пожалуйста, присаживайтесь сюда. Микрофончик, очень. Присаживайтесь. Здравствуйте, батюшки, здравствуйте. Я не знаю даже. Присаживайтесь, присаживайтесь. Отец Александр, у нас духовная кормитель, так что мы с ним много что переделали в свое время. В начале 90-х годов, когда открылись архивы, и можно было заниматься в них, вот, мне удалось собрать сведения о всех почти священнослужителях нашего края. Это за 19 век и начало 20-го, до 17-го года. А это послужило тому, что по этим спискам можно было потом составлять родословные священнослужители на протяжении нескольких поколений. В том числе я обнаружила, что со стороны моей мамы все были из духовного сословия. А духовное сословие, вы, наверное, сейчас уже знаете, что оно было образованным. И, наверное, в Коми крае не было другого сословия, чтобы были грамотными людьми. То есть испокон веков, может быть, сначала Стефана Пермского, как только он провел здесь христианизацию. Ну и я тут, конечно, долго не буду рассказывать, потому что все-таки ограничено время. Просто я хотела предварительно показать, что у нас вот в последнее время я составила такой сборничек, где привела все церкви, в каком они виде сохранились. И в начале века, ну, таких не так много, а уже в разрушенном, конечно, в основном состоянии, но немножко описала о них, когда они были созданы, и кто там служил. А мне кажется, это очень важно, кто были настоятелями этих церквей. Поэтому, если кто желает, я могу в электронном виде отправить. Я вот сейчас выкладывала в ВКонтакте, очень многие заинтересовались, я просто выложила в открытом доступе. А вот альбом старинных фотографий тоже очень мало сохранилось, даже в семьях потомков священников.
ну, частично все-таки удалось собрать. И вот я считаю, что вот эти старые фотографии очень хорошо отражают то время, которое они жили. И я считаю, что это тоже, может быть, кому-то будет интересно. Благодаря своей маме, она была учительницей литературы, она оставила свои воспоминания. То есть она родилась в 1904 году. Вы представляете, это еще время дореволюционное. Она успела закончить даже гимназию. Но в последние годы уже власть поменялась, и их срочно подготовили, просто годичные курсы организовали учителей, и их отправили в глубинки. Вот она попала в Усть-Куломский район, в Нижнюю Лочь, там работала и вышла замуж тоже за учителя. И вот они оба у меня преподаватели были в разных местах, так как их перемещали. Вот в Лопыгино, в частности, в Картеросе, в Пастыкеросе, в конце концов, в Зеленце. И я уже родилась в Зеленце. А так у мамы было 8 человек детей, так что представьте себе, как это было непросто в то время. Ну, и я хочу сказать, что и мамины, со стороны бабушки, например, она тоже училась. Она была 1877 года рождения, она училась в прогимназии. Тогда была еще не гимназия, а прогимназия называлась, там меньше было классов. И она тоже работала учительницей в Сёлебе, где служил ее отец священником. Это был Алексей Иванович Бронников. Его матушка была из рода Куратовых, Анна Александровна, урожденная Куратова. И я считаю, что все дети вот, священников в то время тоже уже начинали обучаться в епархиальных женских училищах. Это в Устюге и Вологде. И вот моя бабушка кончала, значит, здесь, у Сысольской, прогимназию, а вот ее сестры учились и в Вологде, и в Устюге. И тоже им давали как бы удостоверение, что они могут работать учительницами. И так как грамотных в то время в Коми-крае, тем более не русскоязычным, их надо было все-таки вначале обучать на коми-языке, то в основном старались посылать сюда тоже местных, которые здесь родились, и чтобы знали язык. И вот поэтому я считаю, что наше все духовенство, оно было выходцами все-таки в большинстве из Коми-края. То есть и они женились друг, ну как сказать, как бы духовное сословие было выделенным, особенно в XIX веке. Им разрешали даже браки заключать только из своего сословия. Это для меня было тоже вообще-то в новости, оказывается. Нельзя было из другого сословия брать в жены. И также вот получилось, что я считаю, что все священнослужители были в какой-то степени родственниками даже друг с другом, потому что вот вишерские, например, спасские, и богословские, ну и другие, они все вначале имели фамилию Поповы, а потом, когда они стали учиться в семинарии, их надо было различать каким-то образом. Им давали по месту жительства некоторым фамилии, некоторым какие-то вот термины богословские давали. И поэтому стали вот это искусственные, в общем-то, фамилии применяться. Ну и что я могу сказать? Вот Алексей Бронников 30 лет прослужил на Ударе, в Сёлебе. А сам он был уроженец Пезмага. Вначале он окончил тоже Вологодскую духовную семинарию, по-моему, даже не закончил, потому что у них семья так сложилась, что не могла его дальше обучать. Он класса 3, по-моему, закончил. И его сначала направили соломщиком в Пыелдино. В Пыелдино он тоже там прослужил почти 10 лет. А когда открыли в Сёлебе вот эту церковь, то надо было кому-то туда направить, и вот и решили его уже рукоположили в священника и туда отправили. Это со стороны моей мамы у бабушки. А со стороны дедушки у него отец был
Михаил Попов. Но он был женат на родной сестре Ивана Алексеевича Куратова. Вот так вышло, потому что Иван Алексеевич Куратов тоже был из духовного сословия. Вот такие родственные связи оказались. Это тоже для меня, конечно, все было очень интересно. И поэтому вот я в свое время выпустила книгу даже по родословной Куратова. Там мне помогли некоторые собрать сведения в Московском древнем архиве. Есть такой архив, в которых сведений у нас в нашем архиве нету. И вот с 16 века вот мы проследили эту линию. Сначала они были крестьяне в селе Кибра, а потом уже прадед у Ивана Алексеевича, он уже был служителем церкви. И также продолжали эту линию и братья его, ну и племянники. Вот мой дед как раз был племянником Ивана Алексеевича, он был всего на 10 лет его младше, тоже родился в Кибре, это от старшей сестры Антонины. Я, наверное, многое задерживать вас не буду, потому что я хоть и подготовила тут небольшой текст о том, где они там служили, то есть где они там учительствовали, кто у них там были. Кто захочет это, я могу тоже выложить в интернет. Здесь, наверное, будет тоже на сайте выложено. Если в электронном виде есть, на сайте Крирор можно тоже будет выложить ваш доклад. Да. Если вы не Ну, возражаете. я сюда послала один. Ну, значит, тогда он будет тоже. Хорошо. Ну и вот, что и в последнее время еще я занималась, конечно, сбором сведений про наших святых. Это самая такая тема для меня очень трогательная, как бы и про них узнавать что-то. И так как сейчас пополнились, вот я тут включила еще 23 святых, которые были канонизированы не в нашей епархии, а в других епархиях, где они служили, но погибли они именно здесь. Да? И вот сейчас уже 44 святых нашего края, да? Это 4, это святитель Стефан Пермский, Герасим, Петерин, Иона, это уже давнишние, можно сказать, а остальные новомученики, это наше время, это наш 20 век. Отец Филипп, я вам хочу подарить вот этот буклетик. Просто мы еще не распространяли особо. А надо его издать будет? Ну, это мы все еще пока я самодельно делаю. Так что вопросы, если надо есть... будет электронный вариант издать в хорошем качестве издать нужно. Да, чтобы хотя бы имена как-то вот тут компактно, Да, они да, все, да. и годы века жизни. Ну, я не знаю. Какие-то вопросы, может, потому что тема-то касается очень многих здесь сидящих священнослужителей, потому что мы все это на себе ощущаем, вот эту тягость трудов, которые несли на себе священники, которые стали уже святыми, но они же были тоже простыми священнослужителями и выполняли прежде всего свой священнический долг. Да, я считаю, что важно вот именно воспоминания близких тоже, что мы в свое время кое-что записывали, даже публиковали, может быть, как-то сборник тоже подготовить уже с воспоминаний о них, да? Обязательно. И сейчас готовится книга «Святыни Куми-края» в типографии. Я уже ваши координаты Наталье Владимировне дал, Мельниковой, чтобы она посмотрела вот эту книжечку «Церкви Куми-края», потому что у них недостаточно исторических фотографий, а у вас все-таки там собрано, я посмотрел, огромный материал, сведения о церквях. Да, тут только еще по Усть-Усольскому уезду, а я еще там дополняю по Яринскому, и еще и по Печорскому. И она, наверное, на вас выйдет. Угу, и тогда вы поможете, потому что мы должны подготовить, чтобы издать к столетию республики вот такой хороший альбом «Святыни Куми-края» с фотографиями, информацией церквей, которые сохранились, которые были исторические церкви, святые места. Я думаю, что вы в этом поможете, несомненно. Да. Надеюсь на вашу помощь, Анна Георгиевна. Постепенно накапливается материал, Уникальный просто выхода материал. пока особого нет. Уникальный материал. Ну, надо издать книгу. Давайте подумаем, потому что все-таки мы к этому идем уже. Один альбом мы вместе с вами издали уже, «Новомученики Куми-края. Мне кажется, надо продолжить и уже издавать вот эти книги в таком хорошем формате, чтобы они были в библиотеках везде.
Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Давайте поаплодируем нашей дорогой. Даем огромнейшие труды. У нас осталось 2 доклада, они оба в видеоформате. Давайте мы их посмотрим. Вот, и уже тогда Ольга Стихирна подведет итоги нашего секционного заседания. А Игоря Олеговича нет, да? Здесь? Нет его здесь нет. Значит, доклад «Имя, слово, знак, концепция» Аврелия Августина. Елукова Екатерина Алексеевна, студентка Сыктывкарского университета, руководитель предыдущий докладчик, который перед Анной Георгиевной выступал, Чекрова Елена Николаевна. Так, включите нам, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Екатерина Алексеевна Евлукова, и я представляю свой доклад на тему «Имя, слово, знак. Концепция Аврелия Августина». Актуальность данного исследования обусловлена тем, что Аврелий Августин среди прочих отцов церкви закладывает основы богословского осмысления христианской художественной культуры. Согласно святоотеческой концепции, Бог трансцендентен, а универсум представляет собой систему образов, символов и знаков, указывающих на Бога и духовную сферу бытия. Отсюда всеобъемлющий символизм христианского искусства и особый интерес отцов церкви, особенно византийских, к проблемам образа, символа, знака, изображения и иконы. Блаженный Августин – христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Гипонский, один из отцов христианской церкви. Августин исследует теорию знака и значения, закладывая основы семитической эстетики. Его интересовали вопросы знака, имени, слова. Знаком, формулирует он, может быть названа такая вещь, которая употребляется для обозначения другого, то есть вещь, которая указывает на что-то другое. Августин уделяет большое внимание предметной стороне знака. Знак – это прежде всего некая вещь, имеющая самостоятельное бытие, независимо от того, включена она или не включена в знаковое отношение. Им может быть камень, ягненок, конкретный человек, то есть любое существо, предмет или слово. Всякий знак обязательно является вещью, но далеко не всякая вещь есть знак. Знак, воздействуя своей формой на психику человека, возбуждает в ней мысль о чем-то ином, чем сама эта форма. Знаком же является вещь, которая, помимо того, что дает чувствам свою форму, привносит мышление, производя из себя нечто иное. Как отмечает Бычков, этой формулировке суждено было стать классической для всего Средневековья. Августин видел символичность Писания в том, что оно всем было открыто и в то же время хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого. Оно раскрывало объятия всем и через узкие ходы припровождало к тебе немногих. Истина твоя принадлежит не мне или кому-то, а всем вам, кого ты призываешь к открытому обращению к ней. Этот мыслитель полагал, что божественные деяния постигаются не из буквального значения библейских текстов, а в особых словесных образах, через отражение в загадке. Здесь он опирается на известную мысль апостола Павла, во многом определившей направление эстетической мысли Средневековья, которая дословно звучит так. Теперь видим мы через отражение в загадке, потом же лицом к лицу. Средневековая экзегетика, эстетика, культовое искусство положили эту мысль в основу своих методологий. Зеркало, загадка, иносказание заняли теперь важное место в культуре. Августин считает невозможным постигать что-либо вне формы, поскольку это приводит мысль к непонимающему знанию. Следовательно, понять смысл слова можно только через внешнюю форму, знак, который он именует звуковым символом. Триада имя, слово, знак образует концепцию лингвистического символизма Августина. Отношение имя-слова является диалектически взаимосвязанным. Соотнесение слова и смысла осуществляется у него при помощи разделения значений на противоположные и различные. Все существующие знаки Августин делит на знаки естественные. Благодаря ним можно не только понять сами знаки, но и с их помощью проникнуть в суть иного явления,
от того, что и смысл ясен и без намерения распознать его. Это взгляды, мимика, жесты, проявление окружающей действительности, воинские и подобные знаки. Эти знаки могут передать или высказать нечто. Принудив себя справляться с этими знаками, стал ими выражать свои желания. Это видимые слова. Такие знаки могут быть бессловесными, но непонятны всем, и при желании их всегда можно перевести в словесные формы. Второй тип знаков – это условно данные. Знаки необходимы для того, чтобы всякий живущий имел возможность выразить себя или высказать движение своей души и ума, созданные каким-либо знаком другому. Сюда же относятся знаки для выражения чувств, звуки, производимые животными. В общем значении Августин понимает знак как артикулированный звук для выражения чего-либо. Это двусмысленные знаки, когда знаками обозначаются знаки. Наряду с аллегорическим методом истолкования текста Откровения Августин прибегает к объяснению метафорического смысла библейских высказываний, вследствие чего фундаментом его учения о символе оказывается риторическое искусство, основанное на диалектике, открывающее возможности для объяснения реалий божественного бытия и обращающее человека к истине. Возникающие неясности и их причины необходимо прояснить при помощи знака. В результате стараний Августина риторика и грамматика оказываются в сфере теологии. Именно в рамках концепции лингвистического символизма конституируется у философа проблема понимания, которая артикулируется через теологию и базируется на исследовании знаков. Здесь же Августин формулирует и собственный метод установления истины, основанный на сравнении смыслов. Таким образом, он стремится создать универсальный язык постижения текста. Сосредоточенность на собственной внутренней жизни побуждает читающего искать в словах то, что представляет для него личностный смысл, и каждый человек обладает индивидуальными возможностями восприятия. Августин устанавливает связь между мыслительными процессами и горизонтом интересов человека. На основании этого Августин и допускает как предпосылку множественность смыслов и выражения, но не двойственность истины, как отмечают некоторые исследователи, поскольку философ ясно говорит о том, что истина может открываться человеку по-разному, сообразно с особенностями его восприятия. Спасибо за внимание. Если у вас появились вопросы, то вы можете передать их через организаторов. Мы будем рады на них ответить. До свидания. Да. Ну, знаете, вот хотел просто прокомментировать, что мы не всегда имеем возможность почитать специальную литературу, святых наших, коснуться вот этих вопросов языка, которые поднимаются в доклады. Поэтому ценность как раз вот нашей конференции заключается в том, что мы можем прикоснуться к тому, что, может быть, не дойдут у нас руки, почитать, посмотреть. И вот этим ценны наши доклады, что они расширяют наш кругозор. Потому что, может быть, конечно, для восприятия не всегда они, скажем, легки, вот, но, тем не менее, это информация, которая пополняет наши знания и дает нам возможность использовать это в своей практике в будущем. Поэтому, конечно, доклады многие просто бесценны. Ну и завершающий доклад «Символика языка Священного Писания» трактовки Дионисия Ареопагита. Тоже очень интересная тема. Короткова Светлана Викторовна, студентка Кавказского университета имени Екатерины Сорокина и научный руководитель Чепрова Елена Николаевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, Короткова Светлана Викторовна, представляю вашему вниманию доклад на тему символа языка Священного Писания в трактовке Дионисия Ареопагита. Дионисий Ареопагит – один из крупнейших средневековых теоретиков символа. Написанные им тексты сочинений в науке известны как ареопагитики. Изучением символологии Дионисия Ареопагита, среди прочих, занимался Виктор Васильевич Бычков.
отечественный специалист в области патристической культурологии, византийской и древнерусской эстетики, русской религиозной эстетики XIX-XX веков. В его трудах разрабатывается оригинальная трактовка эстетики как особой сущностной характеристики культуры, выражающей специфический духовный опыт человека. Как отмечает исследователь, вся символическая теория Дионисия Ареопагита имеет эстетическую окраску, являя нам христианство как возвышающую, просветляющую и преображающую человека силу. Символология Ареопагитик дала мощный толчок развитию европейской богословской эстетики и художественной практики христианской культуры на многие столетия, как в Западной Европе, так и в России. Автор Ареопагитик, хорошо сознавая неописуемость и непостигаемость для человеческого разума самого Бога и многого из божественной сферы, разработал глубоко продуманное символическое богословие, посвященное толкованию излишне предметно-вещественных и чувственных образов Священного Писания. Корпус ареопагитовых текстов состоит из следующих сочинений: о божественных именах, о таинственном богословии, послание 9, в которых речь идет в основном о символических образах и именах Священного Писания, а в трактатах об иерархии, о небесной иерархии и о церковной иерархии идет речь о символике всех ступеней священной иерархии и главных христианских таинств. За предметно-вещественными и чувственными образами Священного Писания, по мнению Ареопагита, скрыта красота яркого божественного света. Эти изображения созданы не ради них самих, но с двоякой целью. Во-первых, с целью скрыть знания от непосвященных и открыть его посвященным. Во-вторых, с целью восходить к простой сверхъестественной истине, находящихся выше символов. Этим самым Ареопагит пытается определить некие границы священной символики. Во-первых, смысл священного изображения необходимо просто знать, ибо он совершенно не вычитывается из самого изображения. Во-вторых, он выступает против абсолютно произвольного толкования символов. В-третьих, необходимо обладать определенными духовными качествами для правильного раскрытия смыслов символов. Символы, означающие и выражающие первообразы или архетипы, должны иметь анагогический, то есть возвышающий характер. Согласно Дионисию, символические образы Священного Писания созданы с учетом воспринимающих, то есть разумно-мыслительных возможностей человека, в том числе и эстетических, и рассчитаны на правильное их восприятие и понимание. Людям остается только найти путь к этому пониманию. Ареопагит рассматривает в Писании два типа или пласта текстов. Первый пласт – это символический, неизреченный или таинственный текст, который доступен только посвященным, внушая некими способами нечто сокровенное о Боге и ведя к Нему. Символический пласт Писания, убежден Ареопагит, посвященным открывается сам в процессе мистического созерцания символических образов. Второй пласт – философско-дидактический, общепонятный исторический текст. Относится все, что связано с творением и историческими событиями библейских времен, имея доказательную и описательную основу. Этот тип также содержит в себе что-то сокровенное, анагогическое, возводящее к божественной природе. Например, Троица ветхозаветная. Все имена Бога и обозначения высших чинов божественной иерархии – лишь символы, ибо и сам трансцендентный Бог, как не обладающий даже бытием в человеческом понимании, и его ближайшее духовное окружение в принципе непостигаемы и неименуемы. Однако человеческий разум не может вместить понимание Бога как ничто, поэтому Священное Писание наделяет его множеством позитивных, катафатических имен символов, чтобы их совокупным употреблением показать оптимальную позитивность его деяний и промышлений, направленных вовне, в наш мир. Богословское предание, в разработке которого Ареопагит сам принял активное участие, опираясь опять же на образы Священного Писания, разрабатывает и пространство негативных, отрицательных именований Бога. Символы и образы могут быть классифицированы по нескольким разрядам. Первый разряд – гносеологический, то есть гносеологические символы. Это вся символика, которую Ареопагит рассматривает в Священном Писании и отчасти в предании.
Это вербальные символы и образы от отдельных имен, обозначающих Бога, до целых сцен, действий, персонажей библейской истории, конкретных высказываний и пророчеств. Они являются носителями священного знания. На этих символах основывается все христианское богословие. Второй разряд – это сакрально-литургические символы, связанные с особой символикой чинов и действий в основном церковной иерархии, включая главные церковные таинства. По своему носителю эти символы мистериально-онтологичны. Знание открывается в мистико-эстетической форме – света, красоты, благоухания. С помощью этих символов приобщаются к знанию, становятся его частью в моменты осуществления храмовых таинств в церковном богослужении. Сакрально-литургические символы включают в свой состав практически всю предметную и пространство-временную среду храма. Гносеологические символы, в свою очередь, делятся на апофатические, с отрицательно-превосходительными префиксами «не» и «сверх», катафатические или подобные подобия, то есть позитивные именования Бога, неподобные подобия, то есть то, что совершенно не присуще и противоположно Богу. Кратко о данных типах символов. К катафатическим символам автор Ареопагитик относит символы, указывающие на свою совокупность позитивных характеристик бытия, причиной которых является Бог. Позитивными именованиями Бога являются сущность, свет, слово, красота, любовь, жизнь, премудрость, истина, сущий, другое, солнечный свет и так далее. Приведем пример из текста о небесной иерархии. Таинственные предания выявляющих речений воспевают чтимое блаженство сверхсущественного богоначалия, иногда как слово, как ум, как сущность, чтобы показать подобающую Богу разумность, ее мудрость, по-настоящему сущее существование и истинную причину существования того, что существует. Представляют его и как свет, называют и жизнью. Другой тип символических образов Дионисий Ареопагит называет неподобными подобиями. Это образы божественного отъятия и символы, противоположно обозначающие Бога и его свойства. В Писании Бог нередко обозначается не тем, что Он есть, а тем, что Он не есть, то есть отрицательными образами. Ареопагит приводит многочисленные примеры из Писания, где Богу приписывают обличие льва, пантеры, барса, разъяренной медведицы и даже червя. Все это надо толковать символически и исключительно в возвышенном духе. Эти подобия заимствованы, как правило, из низких и недостойных сфер человеческой или животной жизни и применены к божественной сфере, которую следует понимать совсем в ином смысле. Например, образ тельца – это сила и цветущая мощь, расширяющая борозды ума для принятия небесных плодородных дождей. А рога – это способность защищать и непобедимость. Апофатическая символика – отрицание всего, что человеческий разум может представить, помыслить и сказать о трансцендентном, то есть потустороннем Боге. Это высказывание о Боге, отрицающие позитивные свойства и качества, то есть катафатические имена, как недостойные его с помощью префикса «сверх» и частицы «не». К ним относятся сверхблаго, сверхбожество, сверхсущность, сверхжизнь, сверхмудрость, которые через превосходство выражают отрицание, а также отрицание при помощи частицы «не». Например, Бог познается во всем и вне всего, познается видением и невидением и так далее. Сакрально-литургический символизм рассматривается Ареопагитом в церковных таинствах. Вся церковно-обрядовая деятельность понимается как мистериальная, то есть не только символически обозначает нечто, но и реально мистически осуществляет опыт теургического таинства знания и действия и совершенства. Уточним, что теургия – это священнодействие, а мистерия – это богослужение. Например, таинство крещения – это мистерия просвещения, где смысл заключается в корне слова «просвещение», «свет», отпечаток самого Бога. О просвещении Дионисий писал в сочинениях о церковной иерархии. Также и священное совершение богорождения, поскольку оно преподает первоначальный свет и является началом всех божественных световождений. Мы воспеваем, называя просвещение, по просвещению совершаемого относительно истины. Хотя ведь и всем иерархическим просвещениям
общепередавать частицу священного света совершаемым, но это первое даровало мне способность видеть, и его начальнейший свет световодит меня к видению другого священного. Из изложенного ранее видно, что корпус Ареопагитик посвящен решению одной задачи – как можно подробнее и основательнее подвести читателей к главнейшей цели христианства – постижению Бога, приобщению к Нему, единению с Ним. Подтверждением этому служат слова Дионисия в сочинении в трактате о церковной иерархии. Итак, нами было священно сказано, что цель свойственной нам иерархии такова – наша, насколько это возможно, уподобление Богу и единение с Ним. И в решении этой задачи ему существенно помогает обращение к эстетической сфере, к нерациональным путям эстетического опыта, то есть опыта сознания, религиозного опыта, в неразрывной связи эстетической сферы с мистической и литургической, на которых осуществлялось онтологическое, то есть бытийственное единение человека с Богом. Эзотерический характер знания заключается в том, что знание открыто не всем, и смысл христианского учения доступен далеко не всем, даже высокообразованным, а также в том, что не всем нужно раскрывать его. Все в мире творения так или иначе отображает божественные парадигмы, и более того стремится к максимальному подобию им, то есть имеет тенденцию совершенствования своей образной сущности путем внутренней устремленности к божественным образцам, то есть своим сущностям. Спасибо за внимание. Если возникнут какие-либо вопросы, можете передать их через организаторов. Мы будем рады на них ответить. До свидания. Пожалуйста. Уважаемые участники конференции, в работе нашей секции было заслушано 6 докладов. Среди докладчиков ученые, краеведы, выпускники СГУ, студенты. Отрадно, что в работе секции непродолжительное, правда, время приняли участие школьники. Но, очевидно, они были ограничены по времени. Но то, что они были с нами, это значимо. Тематика выступлений была разнообразна, но, исходя из названия секции, 4 из 6 докладов были посвящены проблемам языка. Ну, я хочу отметить, что с моей точки зрения, как вузовского преподавателя, проведение таких конференций очень значимо. То есть, действительно, как здесь уже прозвучало, это позволяет расширить наш кругозор, это позволяет выслушать разные точки зрения. И я себе позволю высказать личное мнение об одном из участников нашей конференции. Это Анна Георгиевна Малыгина. Я хочу сказать, что, вот, на мой взгляд, перед нами яркий пример подвижничества. То есть человека, который на протяжении многих лет абсолютно бескорыстно, увлеченно, творчески, с любовью занимается изучением темы история духовенства, прослеживает судьбы, в ряде случаев достаточно трагические. Это история церквей, это история куратоведения. То есть я хочу сказать, что вот Анна Георгиевна, она заменяет собой целую команду и целый, наверное, большой коллектив, который бы работал, может быть, не столь увлеченно, не столь активно, поэтому, конечно, вот слова признательности, слова благодарности, пользуясь случаем, хочу высказать. И мне кажется, что Анна Георгиевна, она не могла быть другой. Наверное, важную роль сыграли родители. Вот как-то газета «Республика», тогда было приложение «Дым Отечества», и там были опубликованы воспоминания мамы Анны Георгиевны. Я читала, и, наверное, вот даже трудно представить, какие испытания существуют, вот сколько их есть, вот столько выпало на долю ее мамы. И которая, несмотря на большое количество детей, а может, это был источником как раз вдохновения,
которая преодолевала эти трудности, которые, казалось, ну нельзя преодолеть. Вот она в таких ситуациях была, когда казалось, вот действительно, если не Божья помощь, ну невозможно. И мне кажется, что вот эти черты родителей, они повлияли на характер Анны Георгиевны, и очень приятно, что она сегодня с нами. И мне кажется, что как-то нужно создать какие-то условия для того, чтобы Анна Георгиевна могла по этим своим сюжетам наработанным, она больше могла бы выступать среди молодежной аудитории, для того, чтобы, во-первых, сама она является примером такой деятельности, и привлекать и молодежь, и, наверное, это очень важно для нравственного, духовного развития, о котором в последнее время молодежи не так много говорим. Я всех благодарю за то, что вы были сегодня с нами, работали в этой секции, и будем ждать работы следующей конференции. Спасибо. Ну что, мы завершаем нашу работу. Всех благодарим с Ольгой Евстифеевной, кто принял участие, и завершаем пасхальную привет. Христос воскресе! Спасибо, Господи!